детскую литературу невозможно представить без красочных иллюстраций. Картинки в книге могут быть настоящим произведением искусства, могут помогать писателю рассказывать историю, а могут рассказать историю сами, без единой буквы. Сегодня мы с вами отправимся в фантастическое путешествие по миру детской книжной иллюстрации. Я покажу несколько потрясающе красивых книг. Наша гостья художница Саяна Хоманова поделится своими профессиональными секретами, а в конце выпуска вас, как обычно, ждет розыгрыш 3 книг из выпуска. Не пропустите! Меня зовут Лена Калашникова, это «Детская полка», проект Республиканской детской юношеской библиотеки. Писатель и художник Торбен Кульман – выпускник Гамбургской высшей школы прикладных искусств, где он изучал графический дизайн и технику книжной иллюстрации. Его дипломным проектом и первой книжкой-картинкой стала книга «Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка», которая сразу же стала бестселлером. Эта история, богатая оригинальными идеями, родилась благодаря детскому увлечению Торбена необычными изобретениями и его огромному интересу к истории воздухоплавания. Давным-давно в огромном городе жил мышонок, который был до того любознательным, что месяцами просиживал в библиотеках за чтением книг. Однажды он заметил, что мышей в городе почти не осталось. Опасности прогнали его сородичей. Голодные кошки и хищные совы подстерегают на улицах, а в домах людей повсюду расставлены зловещие устройства – мышеловки. Вот только куда отправились его друзья? Может быть, в Америку? У мышонка родился отчаянный план – научиться летать и пересечь Атлантический океан. Позже Торбен Кульман написал и нарисовал книги о мышатах Армстронге, который отправился на Луну, и Эдисоне, который изучал морские глубины. Угадайте, кем он вдохновлялся, когда описывал эти приключения? На книгах Свена Нордквиста выросло не одно поколение детей во всем мире. Наверняка вам уже встречались его книги про старичка Петсона и его котенка Финдуса. Книги Нордквиста переведены на множество языков. Его истории любят дети, а родителей привлекают внимание к деталям и уют на картинках. Сегодня я расскажу вам про его книгу «Прогулка», в которой вообще нет слов. Книги могут многое рассказать, даже если в них нет ни одного слова. Шведский художник и писатель Свен Нордквист написал как раз такую книгу. Обычная прогулка с собакой может обернуться приключением, полным приятных неожиданностей. Розовый мамонт грустит в клетке для канарейки, а буйвол играет на ударной установке. Гигантский чайник сам разливает чай, а шляпа притворяется островком в море. В фантастических мирах Свена Нордквиста возможно все. «14 лесных мышей» – очень популярная в Японии и многих европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни 3 поколений мышиного семейства – бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десятка мышат. Первая книга из этой серии была издана в далеком 1983 году в Японии и сразу получила премию за лучшую книгу-картинку. В 1998 году в префектуре Татиги писатель основал художественный музей Кадзуо Ивамуры, который посвятил книжкам-картинкам и теме взаимодействия человека с природой. В книге «14 лесных мышей. Тыква» все семейство огородничает. Мышата сначала сажают семечко тыквы, а потом ухаживают за ним и день за днем наблюдают за ростком, бутоном, цветами и ростом большой красивой оранжевой тыквы. А когда она созревает, наступает время для сбора урожая и осеннего пира. Смена времен года и погоды, волшебство природы, удивительный свет – все есть в иллюстрациях японского художника. Книги Ивамуры похожи на крохотные кукольные домики, в которых хочется рассмотреть и потрогать каждую деталь. А каждое маленькое событие наполнено по-настоящему японской философией и любованием жизнью в каждом ее моменте. Сейчас серия «14 лесных мышей»
Очень популярна во всем мире и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. До российского читателя эти книжки дошли только в 2017 году и сразу стали бестселлерами издательства «Самокат». Семейство мышат играет в прятки в ярком осеннем лесу. Легко спрятаться под листьями, за пеньками, между ветвей. Но вот все нашлись. А где же Шестик? В поисках малыша мышки заходят все глубже в лес и становятся свидетелями потрясающего зрелища – осеннего парада разноцветных грибов, плодов и ягод. Названия и зарисовки разных видов грибов можно найти на форзацах книги и уже самим отправиться на поиски грибных сокровищ в лес. Настоящая жемчужинка в современной бурятской литературе – книжка «Лето в деревне». Ее придумала и нарисовала Саяна Хоманова, русский текст написала Эржена Баторова, а бурятский – Хандама Дамдинова. По форме это учебник бурятского языка, но создан он в виде детских комиксов. История в начале книги написана на русском языке, потом появляются несложные слова на бурятском, и к концу книги уже можно прочитать небольшие текстики на бурятском языке. В конце есть словарь, и все слова можно перевести. В книге простая история из современного мира. Ничего сказочного. 7-летняя Аюна и ее младший братик едут на лето в деревню, к бабушке и дедушке. С Аюной и ее семьей мы знакомимся на русском языке, но постепенно в книге появляется все больше бурятских слов, понятных по контексту без перевода, а также тематические страницы с бурятскими названиями предметов, мест, диких и домашних животных, зданий, цветов, членов семьи и прочим. Книга полностью переходит на бурятский язык, когда герои оказываются в деревне. А понять, что там происходит и как дети проводят время, помогают нежные и выразительные иллюстрации. Всем привет, меня зовут Саяна, а я иллюстраторка из города Улан-Удэ, Республика Бурятия. Я очень люблю книги. Это просто прекрасное путешествие, в которое можно отправляться вместе с ребенком. Моя мама всегда дарила мне самые интересные, на ее взгляд. И, конечно, когда у меня родился ребенок, я стала искать тоже что-то такое необычное для своего ребенка. Я просто чувствовала, какую радость может подарить хорошая книга. Тогда у меня и появилась такая идея сделать тоже что-то свое. Первая книга «Худога Изун» переводится как «Лето в деревне». Она была издана совместно с проектом «Бурят-Монгол Ном». Изначально мы хотели сделать визуальный словарь бурятского языка, и в ходе работы появилась идея создать сюжет, в основу которого легла история о девочке, о Аюне, которая едет в деревню, и эта идея ей не очень нравится, потому что там скучно, неинтересно, и к тому, что там все говорят на бурятском языке. Но вот она приезжает в деревню, и, в общем, постепенно ей открываются все прелести деревенской жизни. И книга устроена таким образом, что сначала идет какая-то повествовательная часть, а потом мы видим много каких-то маленьких картинок с подписями. Вторая книга «Байкальская считалка» помогает ребенку изучать счет, бурятский, русский, английский. Когда мы жили в Монголии, мне очень нравилось наблюдать, как маленькие дети в садах каждое утро делают гимнастику под свой счет. И он такой достаточно ритмичный. Мне захотелось сделать что-то такое с цифрами. В основу сюжета легла история о двух друзьях, Чайке и Нерпе. У них происходит долгожданная встреча. Друзья ходят по Байкалу, собирают камушки, ракушки, помогают маленьким амулятам попасть к своей маме, потому что в Байкале бутылки плавают и не дают им пробраться. Мы добавили специально туда тему экологии, чтобы маленький читатель уже был в курсе этой проблемы. Я очень люблю эту нашу маленькую книжку. Мне нравится книга «Лев и птичка». Я даже заплакала в конце истории, какая-то тихая и в то же время такая звонкая. Мне очень нравится серия «14 лесных мышат».
Это Кадзу Ивамура. Я люблю читать подростковые книги, такие как «Вафельное сердце», «Мой дедушка был лишний». Они очень тоже трогательные. И недавно мы с дочкой прочитали книгу «Мой папа птиц». Она очень откликнулась как-то во мне. Под рукой у меня сейчас есть книга замечательного иллюстратора, которого я обожаю. Это вот Марк Мартин и его книга «Река». Она достаточно живописная, а история может показаться короткой, но она такая поэтичная и глубокая. И недавно я для себя открыла еще одну книгу, очень забавную и очень, на первый взгляд, странная и легко нарисованная. Это вот «Миминьо». И ребенку моему очень нравится читать ее, потому что здесь можно где-то посмеяться или узнать что-то новое о младенцах. У Ани Тесницкой есть крутая книга «История старой квартиры», и она, мне кажется, интересна даже не сколько детям, а была интересна мне и моему мужу. Рассказывать об иллюстрациях в детских книгах и не вспомнить при этом Эрика Карла – это как рассказывать про Новый год и не вспомнить про подарки. В основу книжки «10 резиновых утят» легла реальная история. В 1992 году из Китая в Америку плыл грузовой корабль. Где-то в Тихом океане на него налетел шторм, и огромной волной за борт смыло контейнер с 29 тысячами резиновых игрушек. Желтые утята, красные бобры, зеленые лягушки и синие черепахи отправились в самостоятельное плавание по Мировому океану. Так утята стали героями детской книжки. В этой книжке есть все, что может поразить воображение трехлетнего ребенка. Интересная история, потрясающе яркие, выполненные в стиле коллажа иллюстрации, много новой информации. Слушая и рассматривая 10 резиновых утят, малыш узнает, как игрушки появляются на свет и как попадают в магазины, познакомится с морскими животными и научится считать до 10. И еще одна важная тема для разговора с читателями – это семья, то место, где мы чувствуем себя защищенными и окруженными заботой. Начав рассказывать про Эрика Карла, одной книжкой точно не обойдешься. Поэтому продолжим. В книге «Морской конек», как и в других своих книжках, Эрик Карл использовал уникальную технику коллажа. Вырезал фигурки, волны и водоросли из папиросной бумаги, а затем раскрашивал их. Поэтому они получились такими воздушными и легкими, как лазурное море, в котором живут наши герои – морской конек, флейторыл, сомик-кошка и другие рыбы, которые заботятся о своих икринках и бережно вынашивают их. Причем делают это, вы не поверите, не мамы, а папы. Про таких пап писатель Эрик Карл и написал свою сказку. Главный герой, морской конек, плывет по морю, бережно неся в сумке на брюшке икру, которую отложила туда его супруга. По дороге он встречает друзей и соседей, других рыб-пап. Они приветствуют друг друга, делятся впечатлениями и опытом, ведь каждый выводит своих мальков по-своему. Конечно, кроме друзей и соседей, в море водятся и другие страшные, хищные рыбы. Но не переживайте, все кончается хорошо, как и должно быть в сказке. Ваш малыш узнает из нее много интересного о подводных жителях, новые названия рыб, как выводят мальков разные рыбки и как они прячутся от хищников. Конечно, мы не можем обойти стороной и комиксы, увлекательные книжки с картинками и горой приключений. Британский иллюстратор Люк Пирсон создал серию комиксов о синеволосой девочке Хильде и ее встречах с миром скандинавских легенд. Также Люк Пирсон создает иллюстрации для журналов и газет, обложки книг и анимацию, и даже работал художником по раскадровке в культовом мультсериале «Время приключений». Хильда ни дня не может провести без приключений. Морские духи, великаны, крошечные эльфы, тролли и подозрительные древесные люди. Каждый день Хильда бесстрашно изучает мир, полный истинно скандинавской магии. Но после встречи с каменным троллем события принимают совсем уж неожиданный поворот. Впрочем, как верно говорит сама Хильда, такова жизнь искателя приключений. В каждом комиксе серии вас ждет новая добрая история.
которая всегда чему-то учит девочку с голубыми волосами. И многослойный сюжет. Проблемы рассматриваются с разных сторон, и здесь нет однозначно плохих или хороших героев. В одном из предыдущих выпусков я уже рассказывала об удивительном тандеме писательницы Александры Литвиной и художницы Анны Десницкой. Если в книге «Транссиб. Поезд отправляется» они из микроисторий сплели большую картину части России, а Транссибирская магистраль стала связующей ниточкой, то в книге «История старой квартиры» все наоборот. Тут место действия одно – квартира в московском доме, а в ней истории сотни людей, которые в разные времена были ее обитателями. Книга вышла в 2017 году и открыла издательство «Самокат» окно в Европу. Права на издание купили в Германии, Франции, Китае и Америке. Старый дом в тихом московском переулке. 6 пролетов наверх и дверь налево. И вы в старой московской квартире. Вы проведете в ней 100 лет, познакомитесь с несколькими поколениями семьи, станете свидетелями встреч и расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, какие пережили многие семьи в России. В истории простых обитателей старой московской квартиры отразилась история нашей страны в 20 веке. Ее рассказали не только сами герои, но и их вещи, мебель и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток времени, хранят память и следы эпохи, в которую они были созданы и служили. Книжная художница Сандра Дикман любит наблюдать за миром. Она вдохновляется красотой и чудесами природы, чтобы создавать удивительных героев и замечательные сюжеты. Сандра известна своими красочными и замысловатыми образами, но работает во множестве техник, от карандаша и красок до цифровых инструментов. Ее первая книга «Чудо» была высоко оценена международным литературным сообществом. Это классическая книга-картинка, иллюстрации в ней несут основную смысловую нагрузку, а текст только немного помогает рассказывать историю по рисункам. Книга «Чудо» восхищает в первую очередь своей красотой и волшебными атмосферными иллюстрациями, не оставляя никого равнодушным. Для автора важна проблема экологии, таяние льдов в Арктике и судьба полярных медведей. Через историю белого медведя автор обращается к этой теме и к проблеме чужаков вообще, толерантности, приятия, взаимопомощи и взаимовыручки. То, что на первый взгляд может показаться странным, при ближайшем рассмотрении оказывается настоящим чудом и таит в себе массу возможностей, чтобы стать добрее, мудрее и человечнее. Что получится, если объединить биолога, умеющего интересно рассказывать, и художника, внимательного к деталям? Получится поразительный тандем Войцеха Граковского и Петра Сохи, авторов детализированных и внушительных книг о пчелах и деревьях. Книга «Деревья» они посвятили взаимоотношениям человека и мира природы, а точнее деревьев. Яркие развороты рассказывают о том, что такое вообще деревья, как они устроены, как появляются на свет, живут и умирают, о том, какое важное место они занимают в истории человеческих цивилизаций. Добро пожаловать в мир деревьев! Узнайте, кто живет в них и на них, кто их ест и кто помогает лесам расти. Посмотрите на самые высокие, самые старые и самые толстые деревья в мире. Изучите деревянные музыкальные инструменты, ритуальные маски разных народов и деревянный транспорт разных эпох. Познакомьтесь с легендарными деревьями в мифах и религиях мира. И, наконец, прогуляйтесь по самому настоящему лесу и подружитесь с деревьями. Для создания иллюстраций британская художница Дженни Десмонд использует краски, цветные карандаши и технику коллажа, а потом сканирует работы и совершенствует их на компьютере. Дженни старается, чтобы ее иллюстрации были в равной степени красивыми, необычными и забавными. В книге «Синий кит» она полностью погружает ребенка в рассказ,
заставляет следовать за главным героем, вместе с ним удивляться чудесам природы, что делает ребенка более открытым для усвоения новых знаний. С этой книжкой вы погрузитесь в воды океанов и встретите там самое большое животное нашей планеты – синего кита. Вас ждет увлекательный рассказ, полный неожиданных и забавных фактов, а необычные авторские иллюстрации помогут узнать это редкое животное поближе. Книжка-картинка «Синий кит» создана для тех, кто не любит энциклопедии с их сухим набором цифр и фактов. Она наполнена научными знаниями, которые поданы в виде познавательной сказки на ночь. Атмосферные иллюстрации погружают ребенка в мир морских гигантов, а детали подсказки позволяют ему сделать массу интересных открытий. А теперь к розыгрышу. В этом выпуске мы разыграем 3 уютные книжки «14 лесных мышат» от издательства «Самокат». Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить несколько простых правил. Первое. Подпишитесь на Инстаграм библиотеки, ссылку вы найдете в описании этого выпуска. Второе. Найдите картинку с анонсом выпуска детской полки про иллюстрации в детских книгах и оставьте под ней комментарий. Расскажите, какую книгу вы любите за иллюстрации. Через неделю мы случайным образом выберем 3 победителей, которые получат эти прекрасные книжки о семье лесных мышат. Сайт Республиканской детско-юношеской библиотеки – это ресурс, на котором вы найдете всю информацию о библиотеке. Здесь вы сможете, не потратив много времени, посмотреть афишу мероприятий, узнать о предстоящих и прошедших событиях, записаться в библиотеку, найти или продлить книги, узнать о наличии книг в электронном каталоге. В разделе «Читателю» вы узнаете, как записаться в библиотеку и как записать в нее ребенка, как продлить и найти книги, и что делать, если вы задержали книгу больше положенного срока. В разделе «Что почитать» можно найти книжные новинки библиотеки, рекомендательные списки для чтения и электронные выставки. В разделе «Проекты» рассказывается о проектах библиотеки, о конкурсах, крупных событиях, клубах, которые есть в библиотеке, онлайн и офлайн проектах. Здесь вы можете найти все наши выпуски детской полки. В разделе «Ресурсы» для вас открыт бесплатный доступ к электронным каталогам и лицензионным полнотекстовым документам. Для получения доступа к этим ресурсам необходимо иметь читательский билет библиотеки. Хорошие иллюстрации в детских книгах не менее важны, чем хороший текст. Они развивают вкус, позволяют разыграться фантазией и просто поднимают настроение. Читайте детям только хорошие книги, а выбрать их вам поможет «Детская полка» – проект, созданный при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.